И в завершении мы продолжаем рассказывать об интересных и малоизвестных фактах из истории нашей республики. Очередную страницу неизведанного и впечатляющего изучила Ксения Лосева. В большом гардеробе Иосифа Кобзона есть пиджак из коми. Изделие из оленей кожи ему подарили на Уссыльском замшевом заводе в начале 90-х. И не только из любви, но и с тонким расчетом певец должен был прослыть модным примером для своих коллег по шоу-бизнесу. Единственное в своем роде предприятие, перерабатывающее шкуры рогатых, заработало в коме в 30-х годах прошлого века. Выделкой в коме вообще занимались испокон веков. Первобытное натуральное хозяйство со временем переросло в большой промышленный процесс с наемными рабочими и даже своим рынком сбыта. Работаем в основном на оленем кожсырье, на мелком кожсырье, овчина, козлина. Эти машины предназначены для обработки шкур крупнорогатого скота. Яловки, бычины, конины и тому подобное. Постоянно вот такие примеры. Другого на сегодняшний день мы пока не имеем. По крайней мере, насколько мне известно, в Советском Союзе оборудование для производства замши никем не производится. 3000 километров на самодельных лыжах. Чем не рекорд Гиннесса? Физкультура и спорт всегда были важной частью коммунистического воспитания и укрепления здоровья трудящихся Коми Республики. Дерзкий пробег по маршруту Щеляюр, Архангельск, Москва совершили 6 спортсменов Печорского речного пароходства. Весь маршрут занял 315 часов. Это только, представьте, 34 дня. Большую часть пути лыжникам пришлось бороться не только с усталостью, но и погодными катаклизмами. Ветер, вспоминали спортсмены, сдувал с ног, а температура воздуха и вовсе достигала отметки в минус 40 градусов. За первый свой день они прошли 73 километра. Их очень тепло встречали в городах, населенных пунктах. В своих воспоминаниях командир данного пробега Михаил Семяшкин говорил о том, что вот очень тепло их встречали, и вот эта теплота душевная им очень помогла преодолеть вот такое расстояние. Фильм «Свадьба с приданым» по пьесе «Свадьба» коми-драматурга Николая Дьяконова в 1953 году стал лидером кинопроката Коми СССР. В 1949-м в Сыктывкарском драмтеатре впервые поставлена эта комедия. Позже она получила известность по всей стране и за ее пределами. Пьесу перевели на русский язык, поставили в Московском театре сатиры. Киностудия «Мосфильм» спектакль экранизировала, и в 1953-м он стал лидером проката. Картину посмотрело 45,5 миллионов зрителей. Цифра впечатляющая не только по меркам прошлого, но и настоящего. Это очень знаковое явление в нашей коми-литературе, в нашей культуре и в театре тоже, в становлении театра. Есть также очень интересная телеграмма, то есть эта телеграмма очень дорога нам, потому что она была отправлена в адрес Николая Михайловича Дьяконова очень известными актерами театра сатиры: Вера Васильева, Татьяна Пельцер и другие, те, кто снимались в фильме «Свадьба с приданым». Фильм, снятый по пьесе коми-драматурга, и по сей день остается одним из любимых у жителей разных уголков нашей страны.